Роман Евгеньевич, добрый день. Через неделю в республике открывается сезон навигации. В чем особенности этого года? Мы понимаем, что мы созданы как социально направленное предприятие, и основной нашей целью, задачей является обеспечение социальных перевозок в республике, чем мы планируем заниматься как раз 27 апреля. В то же самое время перед нами стоит задача уже, скажем так, новая. Это задача обеспечения межрегиональных перевозок новыми скоростными судами. Ну и в то же самое время мы понимаем, что жители нашего региона и гости, конечно, безусловно, хотят и экскурсионные, прогулочные какие-то рейсы, маршруты. Мы этим тоже планируем заниматься. Стоит ли ждать пассажирам новых маршрутов и направлений в Татарстане и других регионах? Да, мы планируем осуществлять на регулярной основе уже новые маршруты. Это межрегиональные маршруты на наших новых скоростных судах. Это один маршрут Казань-Ульяновск, второй маршрут Казань-Чебоксары. Это в рамках реализации федеральной программы. Стоит ли в этом году ожидать пополнения речного транспорта? В навигации 2023 года уже приобрели 3 новых судна. Это в том числе, как я уже говорил, 2 новых метеора скоростных, которые были построены на заводе имени Горького в нашем Зеленодольском предприятии. И одно судно, это судно ледового класса с ледовым классом, это пассажирское судно «Капитан Гусев». Как в этом году изменятся тарифы на пассажирские речные перевозки? Огромное внимание этому уделяет наше правительство, РАИС республики, и поэтому у нас мы не допускаем скачков поднятия стоимости билетов. В то же самое время понимаем, что, в общем-то, все неизбежно дорожает, и мы тоже понимаем, что и парк судов изнашивается, и необходимо их поддерживать техническое состояние. Мы неизбежно все-таки идем к тому, что хотя бы не намного, но все-таки увеличение тарифов будет. Вот в этом году, такое увеличение произошло, но на относительно небольшие 20%. То есть это впервые даже более чем за 5 лет тарифы не повышались. Сейчас многие сферы экономики испытывают глубокий кадровый дефицит. Как с этим обстоят дела в речных перевозках и как готовят будущих специалистов? На самом деле такая проблема есть, наверное, не только в нашей отрасли, во всех там отраслях смежных тоже. Вы знаете, хорошо, конечно, что мы здесь находимся, в Республике Татарстан, у нас есть свои учебные заведения. В частности, филиал Волжского государственного университета водного транспорта. Мы в этом году впервые, кстати, за много лет мы вводим такое понятие, как наставничество. Каждому студенту будет прикреплен тот или иной наставник, который будет передавать свой опыт. Роман Евгеньевич, спасибо вам за беседу.